будет октагон, в котором бойцы из 5 стран показывают самые сильные бои. Сердца наших зрителей просто колотятся все больше и больше. Итак, это UFC 33. Как давно тренируетесь? Уже 15 лет. Но выступаю с 2016 года по ММА. А раньше по боксу выступал в Узбекистане. А сейчас, вот, видите, по ММА вышли. Долго готовились конкретно вот к этому бою? Честно, неделю. Вот честно, вот 6 дней назад мне это дали пару, вот начали готовиться. Спасибо организаторам всем вот, за такой теплый прием, за такую дружелюбную атмосферу. Ну, надеюсь, еще будет турнир в эту Карабалте. И добрый вечер. Сегодня у нас проходит бои без правил. Чего можете об этом сказать? Это умопомрачительно, волнительно и просто такой адреналин. Пару слов туда-сюда. Пару слов туда-сюда. Короче, все круто. Бойцы вообще опасные. Крови пока почему-то нету. И пускай не будет. Нет, должна быть кровь. Ассаламу алейкум. Кыргызстан, Алга, Карабалта, огонь! Это наш район! Я Алавидин Улутахир, являюсь чемпионом, многократный чемпион. Но я сегодня вышел, как видите, хотел показать красивый бой, но не получилось. Я думаю, в следующий раз получится, иншаллах. Но все впереди, молодые. Да, это правильно. Всякое бывает. Но скажите, какие у вас эмоции были, когда вы шли на ринг? И вот что вас мотивирует выходить и выходить каждый раз? Да, мотивирует очень сильно. Мои родители, мои друзья, которые всегда рядом со мной. Мой тренер Замир Казыгулов, он всегда нас поддерживает. Он всегда рядом с нами. Это он. Это они нас сделали такими бойцами. А так мы были бы никем. Скажите, главное, вы же не собираетесь сдаваться? Не, сдаваться ни в коем случае, только вперед. Будем еще биться и будем побеждать, конечно. Может быть, это наоборот станет каким-то большим рывком, большей мотивацией? Да, конечно, если мы проиграли сегодня, нас больше мотивирует, мы больше будем тренироваться. Но, иншаллах, я думаю, в следующем году будем доказывать то, что мы можем, молодые, все впереди. Атмосфера у вас просто потрясающая, ей-богу, серьезно, я не ожидал, такая поддержка. Если у вас такой большой опыт, что главное для бойца перед тем, как идти в октагон? Настрой. Настрой — это самое основное, то, что может быть. Все зависит от головы, на самом деле, это важнее, чем физподготовка. Каждый по-своему настраивает, кто-то это через музыку делает, как бы, да, то есть это сложно описать словами, что творится у себя в голове, вот. Но лучше всего обои думать буквально за 5 минут до выхода, вот, чтобы не перегореть. Если ты много думаешь, начинает перегорание, а это ни к чему хорошему не приводит. Что вас мотивирует продолжать и каждый раз выходить в октагон? Это любовь к спорту, если честно, и семья. Прежде всего, этот отец, если честно. Любит отец спорт, вот поэтому. И мне тоже нравится. И вы вот, получается, все это время занимаетесь. Как родные не волнуются за вас, то, что что-то произойдет, что может быть какой-то удар? Мама волнуется очень, даже очень. Вот сейчас, мне кажется, он вот онлайн видит сейчас. Ну, волнуется она. Она против. Сидит перед телевизором, говорит, кто моего сына ударит, я того сейчас сама. Это точно. Вчерашний face-to-face она увидела и опять ругает меня. Не надо драться, вот поэтому. Это же спорт. Ну, это спорт. Ну, она понимает. Ну, жалко сына ее.